домой на протяжении своего боевого пути. Вот вы можете видеть оригиналы. В них он рассуждает о жизни, о войне. Письма Руслану Гудантову из Ленинграда как эпистолярное подтверждение тех страшных блокадных дней. Кадровый офицер-герой. Его послужной список тянется с 1937 года. Он писал о боевых буднях, чтобы не переживали о нем. Просил фотографии родных. Каждая заметка с полей сражения – особая ценность для сотрудников музея. Будучи неженатым, он рассуждал о том, что, вернувшись с фронта, он надеется обзавестись семьей. К сожалению, такого не случилось. В 1943 году он погиб в боях за расширение Невского плацдарма. Выжить в те дни было сложно как в тылу, так и на полях сражения. Блокада Ленинграда – это почти 900 дней голода, холода и бомбардировок. Несмотря на это, ленинградцы продолжали трудиться. Все это иллюстрирует сегодняшняя выставка, организованная совместно с Российским военно-историческим обществом. Около 200 наших земляков, которые находились в защите и воевали за Ленинград и оказались в блокадном Ленинграде. И много свидетельств представлено фотоматериала. Надо отметить, некоторые материалы нам представил и Общероссийский народный фронт в Республике Ингушетия. И мы сегодня в нашей экскурсии, нашим учащимся и гостям музея рассказываем о этом героическом пути Ленинграда. Работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры. Продолжали работу ученые, в числе которых была легендарная ингушка Асия Тутаева. Она несколько лет прослужила в военно-полевом госпитале и всего полгода не дожила до победы. В октябре 1944 года ее казнили в немецком плену. Сегодня в честь отважной горянки называют медицинские колледжи и улицы, и помнят они не только в Ингушетии. Надо сказать, вот такой красочный и такой красивый альбом изготовила ее племянница, родная, близкая. Это Лида Хантыгова, которая еще сейчас живет в Подмосковье. Она привезла и передана. И Асият Индрисовна Тутаева совершила подвиг. Сражался за город на Неве и первый летчик Ингушетии, сын известного ученого-этнографа Чаха Ахриева. Рашидбек Ахриев воевал в составе северо-западной авиагруппы на переделанном самолете Ил-10. За мужество и героизм, проявленные в боях, ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Суммарный полет составляет около 1 миллиона километров, совершил более 100 боевых вылетов. И это за тот короткий период, который он летал до 20 января 1941 года. Его сбили в небе над Ленинградом, когда он перевозил медикаменты и провизию в блокадный Ленинград. И только 653 дня спустя, вечером 27 января 1944 года, по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.